Развлекательно-познавательный журнал, альтернативы которому, пожалуй, не было в республике ни в советское время, ни сегодня. Ребусы и кроссворды, стихи, повести и рассказы, красочные детские иллюстрации, а также значимые события, по которым сейчас можно изучать историю. В редакции «Радуги», так переводится название журнала, трудится сегодня 4 человека. Это не считая юных писателей, поэтов и художников, которые присылают свои произведения в редакцию. В журналах, которые мы сейчас печатаем, там есть QR-код, по которому может любой ребенок зайти туда по QR-коду, есть на сайт наш, зарегистрироваться, открыть личный кабинет и присылать нам свои стихи, прозу, там, ну, что-то интересное, рисунки может прислать. Вот, и мы можем оплачивать гонорар. Вот он, самый первый выпуск журнала «Селат», который вышел в печать в сентябре 1986 года в Грозном. Тогда он выходил тиражом в 36 экземпляров на ингушском и чеченском языках. Наши детские авторы, Тагагиев Герихан, детский поэт, писатель наш, его произведения были. Ну, многие наши классики здесь печатались. Хашигулгов Айл очень много писал детских коротких стихов. Сегодня журнал выходит ежемесячно тиражом в 2000 экземпляров в печатном виде, а совсем скоро он будет доступен и в электронном. Стирать грань между автором и читателем. И спустя почти 40 лет журнал все еще популярен среди юных читателей. غير بص سواد журналты дук декадашару мот. Журнал знакомит детей с красотой и многогранностью родного языка, популяризирует фольклор и творчество ингушских авторов. В разные годы редакторами «Селат» были известные поэты и писатели Саид Чахкиев, Али Хашагульгов, Саламхан Майсигов и Батрудин Горчханов. Целью журнала благородное – сохранение ингушского языка. Во-первых, есть расширение кругозора детей именно о своем языке, о своей культуре, идентичности. Вот. И кроме этого, это изучение ингушского языка и приобщение детей именно к самому журналу. Но я считаю, что выявление талантов таких, да, это тоже определенная цель. Фариза Жигова уверена, творить для ингушского журнала приятно и ответственно. Любовь к родному языку ей привил именно «Селат». مهت بواتسر قمشت يمهت دبوالي في دواتسر سن وليحت عدد تصدح قاستا بركل اللوسون ورداكتسن قهيجة بال قمل دوج دوا ده سهدو حماش تصدو تسجى خوز أغن سابوخ بيش داخ بيري سمق دالر دواتسجى تبيري كيبيت تشار جواغ شاشت تحلين حمدي إزديتي تغن سار إزبوخ تعبو بتشقوان فين تحلينا ديك Ей настолько полюбились стихотворения ингушских классиков и тех, кто только пробует брать перо в руки, публикуемых в «Селааде», что она и сама начала писать в юном возрасте. За 38 лет журнал пережил многое. В планах у редакции изменить возрастной ценз 6+ до 0+, чтобы с измальства знакомить малышей с красотой и многогранностью родного языка. Тамара Хашагульгова, Молдгиря Хельгов, Магаз 24.